Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие зрители, гости канала, огромное вам спасибо за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за вашу подписку, за ваши донаты. Земной вам поклон! Мои дорогие, давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Что вам по судьбе на будущей неделе? Что ждать от следующих 7 дней? Если тема вам интересна, посмотрите на песочек и загадайте на себя. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Итак, давайте же посмотрим, что вам по судьбе на будущей неделе. Так, дары идут, дары. У кого-то отыграется как какой-то долгожданный один большой подарок, а у кого-то прям всю неделю будут очень приятные события происходить. Кто-то что-то будет вам давать, предлагать, приносить. Возможности какие-то будут открываться. Но это будет, честно говорю, какие-то вот мелкие приятности. Так что знайте, улыбаться придется очень-очень много. Также какой-то человек с усами, именно с усами, вас очень сильно порадует. Неважно, вы мужчина или женщина, усатый мужчина, ну прям какую-то феерию внесет в вашу жизнь, и праздник, и веселье, и благодатное настроение. Так, это может быть как родственник, так и, например, просто какой-то человек, там, знакомый, малознакомый, совершенно незнакомый. Но от этого человека идет сплошь позитивная энергетика в вашу сторону. Кто у меня, например, хотел бы, либо будет, да, отдыхать, причем какой-то, может быть, активный отдых, будьте аккуратны, потому что появится какая-то личность, персона, которая может быть своими какими-то претензиями, может быть своим каким-то несерьезным поведением немножечко вас выбесит из себя, да, выведет. Здесь важно не вступать в конфликты, относиться к этому происшествию, либо к этой ситуации как к чему-то смешному, да, несуразному. Поберегите свои нервы, и если вы настроены на активность, на позитивный отдых, этим и занимайтесь. С такими людьми, никто не застрахован, да, их тысячи везде ходят, бродят, попадают в нелепые ситуации, потом им все везде виноваты, они одни хорошие. Также может быть момент, что если вы будете на отдыхе с любимым человеком, здесь какая-то ревность может быть, да, какая-то прям детская, глупая ревность. Причем здесь, как и у вас, может быть она по отношению к вашему любимому, так и у любимого по отношению к вам. Не усугубляйте эту ситуацию. Случилось. Да, отнеситесь с пониманием, посмейтесь, поулыбайтесь, отвлекитесь. Ни в коем случае не переходите на персоналии, ни в коем случае там ничего не вспоминайте, не припоминайте и уж тем более не обижайтесь. Это противопоказано. В отношениях, в любви, будь то парень, будь то муж, вообще не важно. Берегитесь негативных энергий именно вот в плане отдыха, когда вы в расслабленном состоянии. Так. Здесь я вижу гости, какие-то гости, посетители, просители, интересные люди с каким-то хорошим разговором. Может быть, на работу к вам клиенты придут, может быть, кто-то в дом к вам придет, что-то необычное будет там рассказывать, показывать, говорить, предлагать. Послушайте этих людей, не обязательно принимать, выполнять, но послушать стоит, потому что там какие-то хорошие будут для вас известия, либо вот прям недостающие фрагменты пазла для того, чтобы вы для себя какое-то, может быть, решение приняли, либо что-то в своей жизни, например, наконец-таки поменяли. Следующий момент – это бытовой вопрос. Бытовой вопрос будет стоять ребром.
Будь вы мужчина, будь вы женщина, вот прям дом ваш аж пищит, требует какого-то порядка, либо какой-то генеральной уборки, либо что-то будет, скажем так, ломаться, либо какие-то будут моменты, что вот старый диван, да, у человека, и вроде как привыкли к нему, понимаете, что уже там вот-вот там пружина выскочит, да, а все думаете, ну ничего, обойдется. И вот как раз-таки на этой неделе пружина и выскочит, потому что пришло время перемен. Ваш дом требует, жилище ваше, да, это может быть и ваш личный дом, да, либо квартира, либо арендованное жилье, неважно. Жилище, где вы находитесь, энергетически требует обновления. То есть в идеале вам бы генеральную уборку навести, но если уж по минимуму брать, да, хоть какие-то, может быть, поверхностные, да, как говорят, косметический эффект сделайте, и если какая-то мебель, либо какие-то приспособления в вашем доме нуждаются в замене, ни в коем случае не рискуйте, меняйте, потому что вот особенно какие-нибудь там, знаете, предметы хрупкие могут, ну, как-то неприятно удивить, да, вот. Расстройство пойдет, да, еще и убирать придется 2 раза больше. Будьте поаккуратнее. Здесь прям дом требует, от вас требует. Кто смотрит эту отсыпку? Давно уже требует, но вы все так отодвигали, а теперь уже, как говорится, придется. Очень хорошо бы было почистить дом, потому что энергетика какая-то немножечко застоявшаяся. Либо у вас какие-то были стрессовые ситуации, которые, скажем так, таким черным облачком повисли над потолком, да, вашего жилища. Дому вашему это не нравится. И, возможно, вы себя и чувствуете некомфортно, потому что вот эта энергетика, она, ну, на вас влияет, да, и она затмевает вам хорошие положительные лучи. Здесь, если есть возможность почистить дом, если такой возможности вы не имеете, не располагаете, там, кто-то не умеет, кто-то, в принципе, да, там, не желает в это все ввязываться, хотя бы тогда постарайтесь, чтобы ваш дом очень так конкретно проветрился. Да? Если есть возможность создать вот такой ветровой коридор, да, например, там, открыть окно, открыть там, входную дверь, и чтобы вот прям, знаете, как даже пусть если с перекрестками, но вот чтобы вернее, воздух заходил в окно и выходил через дверь. Это тоже будет замечательно. Так, это что касается дома, домашних дел. Ну, по домашним делам вот как-то не вижу, чтобы кто-то вам помогал, либо, может быть, и есть такие люди, но они тоже не располагают желанием заниматься домашними вопросами. Тут, как говорится, не заставишь. А если будешь заставлять, то еще больше вложишься эмоционально в это дело. Поэтому, если надо, ну что, поубирайтесь, потому что это ваш дом, ваше жилище. И от вас это требуется. Так, важный момент у кого-то на работе случится. Здесь человек неожиданно для себя обнаружит какую-то тайну, какую-то, может быть, даже сговор какую-то вот недоговоренность, что-то такое мутненькое, темненькое, страшненькое. Но это касается не вас персонально, а в целом либо коллектива, либо компании, где вы работаете, либо вот, знаете, людей, которые там работают. Эту информацию берегите. Она очень нужная и полезная, в будущем вам обязательно пригодится. Так, еще момент по работе. У кого-то отыграется предложение. Предложение достаточно заманчивое, но его следует рассмотреть со всех сторон. Знаете, вроде как рыбка, да, но рыбка какая-то, вот скелетик от этой рыбки, да. И человек вроде рад тому, что он получает, но очень худой человек. Кто смотрит мои цыпочки, знает, что толстенький человек, полненький, это вот всегда к-хорошему. Худенький человек, ну это так, плюс-минус, да. Прям внимательно рассмотрите это предложение и не бойтесь отказать, потому что может быть такой вариант, либо такая возможность, что вам там скажут, вот ты там идешь на повышение, мы там тебе какую-то должность там даем руководительскую, да, а когда вы рассмотрите, окажется, что зарплата не сильно-то у вас повысилась, да, а обязанностей вот целый ворох на вас накинули. То есть поберегите себя и будьте, ну, скажем так, расчетливее, что ли, да, ну, как бы за себя, да, за себя. Если вам нужна такая должность для вашей, например, трудовой деятельности, для карьеры, да, чтобы для стажа, для какого-то. Но опять же таки, да, меня смущает то, что вы на этой работе как бы ничего особо не получите, потому что, ну и рыбка, я вам говорила, скелетик, да, и человек худенький, много вложитесь. Вы такой человек, перфекционист, вы любите все идеальненько делать, да, и вы
знаете, как вам легче самому сделать, да, чем кого-то там заставить и уж тем более принудить. И здесь вы рискуете очень сильно пострадать именно вот по здоровью и по энергетике, когда вы будете очень много работать, еще плюс переживание, что я ж ответственный человек, да, это же с меня спросят. Здесь вот действительно нужно будет крепко задуматься. Вот, следующий момент. Момент связан с друзьями. Друзья, близкие друзья, родственники, те, с кем вы общаетесь и дружите. Какое-то недопонимание может возникнуть. Недопонимание, причем по какой-то банальной причине, по какому-то пустяшному делу. И здесь сыграет то, что у человека, вашего вот друга, приятеля, знакомого, будет дурное настроение. Человеку как будто бы нужно будет выплеснуть, да, то, что в нем накопилось. Поэтому будьте готовы, что человек может повести себя немножечко неадекватно. Это не потому, что вы плохой друг, либо подруга, да, либо плохая родственница, а потому что у человека действительно очень мрачное настроение. Человек выпустит пар, выговорится, грубо говоря, вас, успокоится, потом еще прощения попросит. Поэтому, если уж понимаете, что пошла какая-то тема такая грозная, выслушайте молча, что делать, да. Как бы можете, конечно, уйти, отвернуться, но лучше выслушайте, потому что человеку, который будет с вами говорить, нужна разрядка. Так, кто у меня в паре, в браке, в отношениях? Почему-то я вижу, что у вашего партнера какие-то финансовые, может быть, затруднения, либо невозможность, скажем так, выбить свое, получить свое. Какая-то разочарованность идет от людей, от работы, усталость какая-то вот немножечко надрывная стрессовая ситуация. Здесь важно не ругать и говорить: ох ты дурачина, да, я ж тебя предупреждала, а подсказать, поддержать, сказать: ну ничего, вдвоем мы справимся, что надо сделаем, да, добьемся, отстоим, вырвем, да, свое. Поддержите, ни в коем случае не ругайте. То же самое мужчина. Женщина может где-то потратиться, лишнее купить, какую-нибудь там кофточку, туфельки, не знаю, там где-нибудь в спа засидеться. Поймите, что для женщин это, во-первых, нормально. Во-вторых, женское счастье, да, счастье любимого человека, оно не стоит потраченных денег, да, вернее, наоборот, оно гораздо ценнее, чем потраченные деньги. Деньги вы всегда сможете там заработать, они такие приходящие, уходящие, это закон жизни. А вот ваша женщина в хорошем настроении, с улыбкой, да, она же вас просто залюбит, понимаете, зацелует, залюбит, и ей хорошо будет, и вам будет хорошо. Так, еще момент каких-то сложных отношений. Тут либо какой-то четырехугольник, либо треугольник, либо тут женщина как будто бы запуталась, не знает, кого выбрать. Вроде как бы у нее какая-то стабильность в жизни есть, да, как-то все вроде более-менее спокойно устаканилось, да, и еще какой-то соблазн появился, да, появляется. Первый момент. Вы должны быть с холодным умом. Это очень важно, потому что настроение у вас такое пасмурное, и вы можете наделать ошибок. И второй момент. Это, понимаете, вот эта эйфория начала отношений, либо, если вы с мужчиной там вместе работаете, либо там только начали встречаться, да, вы же его не знаете, вы с ним не жили, внешне он вам кажется просто каким-то там рыцарем, да, в блестящих доспехах, весь из себя, там, сильный, красивый, там, 5-10, да, но вы его до конца не знаете. Вы видите только лишь поверхностно, оболочку вы видите. Какой он в быту, какой он в жизни, вы не знаете. Не совершайте опрометчивых и скоропалительных каких-то выводов и поступков. Это будет самое худшее, что вы можете сделать. Я не вижу, что вы прям там все потеряли, и у вас там какая-то вот кутерьма пошла в жизни. Нет. Но я вижу, что вы можете разочароваться. А это гораздо хуже будет для вас, потому что вы человек чувствительный. Если вам нужен совет, если вам нужна помощь, то здесь либо обращайтесь, например, к специалистам, к эзотерикам, например, к психологам, либо загадывайте себе сами на сны, либо проведите какой-то вот самоанализ, да, психоанализ, себе прям выпишите все свои плюсы и минусы от жизни, например, с вашим партнером и от, скажем, отношений с новым. Здесь очень важно вам не натворить, понимаете, потому что ваше разочарование может быть таким печальненьким. Так,
Так, кто-то у меня будет получать первые результаты от какой-то деятельности, от каких-то трудов, от каких-то вложений. Вот что-то вы начали накануне, и вот они, первые результаты, наконец-таки пойдут. Вы долго переживали, нервничали, правильно ли я поступаю, правильно ли я все организовала. Пойдут первые результаты. Результаты вас очень-очень порадуют и вдохновят на то, чтобы вы дальше двигались и развивались. Здесь у вас чайка летит, какие-то очень резкие новости, достаточно мощные, такие тяжелые, у кого-то отыграются. Но они, понимаете, как в перспективу уходят. Ждите новостей. Это могут быть письма электронные, в конвертах письма, да, какие-то, может быть, даже звонки от каких-то служб поддержки, либо сервисов. То есть получите вы информацию. Так, и последнее, что я хочу вам сказать по поводу дорог ваших. Дороги у меня здесь, в принципе, я не вижу, чтобы было прям очень много. Какие-то обычные дороги. Здесь какое-то нежелание, да, особенно, возможно, по утрам что-то делать, куда-то вставать, выходить. Как-то сложно вам будет. Как-то атмосфера на вас давит. Здесь лучше пораньше ложитесь спать, хорошо высыпайтесь, чтобы не было, да, день начинается там с двойного кофе, да, либо с какой-нибудь обезболивающей таблеточки. И, конечно же, постарайтесь правильно питаться и пить водичку. Вот прям водичка вам идет самое то, да. Кто не любит водичку, ну тогда, девочки, мальчики, через силу. Водичку нужно пить. Здесь как бы это, да, чтобы вас и не напугать, но и донести информацию. Такое впечатление, что у вас немножечко как замедлился ритм жизни, либо ваш метаболизм замедлился, и вот лимфа, что ли, застоялась. То есть у вас могут быть... Вы молодой человек, например, да, чувствуете себя разбитой старухой либо стариком, да, вот что-то где-то затекло, там что-то где-то болит, не повернуться, не развернуться, усталость, апатия, да. Вам нужно разгоняться, разгонять метаболизм, разгонять жидкость, да, в организме, там лимфу разгонять, кровь немножечко обогатить кислородом. То есть прогулки и побольше пить водички. И тогда все будет замечательно. Для тех, кто у меня сейчас приболел, либо плохо себя чувствует, здесь, мои дорогие, не пренебрегайте традиционным лечением. Вот серьезно. Кто-то скажет, таблетки яд, но ваш случай он другой. Здесь именно вот таблетки, традиционное лечение вам действительно очень хорошо поможет. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.